Документальный фильм «Джон» был снят в Великобритании в 1969 году. Его авторы Джеймс и Джойс Робертсоны провели много исследований в области развития детей. В фильме показано влияние разлуки с матерью на маленького ребенка. Этот фильм был показан во многих странах. Он вызвал широкие обсуждения того, какие формы заботы о детях, разлученных с родителями, являются наилучшими. Это привело к фундаментальным изменениям в системе. Джону 1 год и 5 месяцев. Его мама ждет второго ребенка, и пока она будет находиться в родильном доме, Джона поместят в дом ребенка. Он никогда не расставался с матерью. Его отец молодой служащий. Джон живет в довольно обеспеченной семье. Джон спокойный, подвижный ребенок. С ним легко справляться. У него теплые, гармоничные отношения с матерью. Он разглядывает незнакомое лицо воспитательницы Мэри. Еще одно новое лицо – воспитательница Кристина. Джон ест хорошо. Джон хорошо играет с игрушками. Но большую часть времени он находится в стороне, смотрит и слушает. Джону хотелось бы находиться рядом с воспитательницей. Но она занята другими детьми и часто не замечает его робких попыток привлечь ее внимание. Весь день Джон смотрит на дверь. Во время отдыха Джон оживленно общается с Кристиной. Он звал ее. Когда папа пришел навестить его, прошло несколько минут, прежде чем Джон ему улыбнулся. В этот первый день он позволяет отцу уйти, не протестуя. Но сейчас еще одна новая воспитательница купает его, в то время пока Мэри и Кристина заняты другими детьми. Это уже четвертая воспитательница, которая заботится о Джоне в его первый день в доме ребенка. В первый день Джон не проявляет никаких признаков стресса. Он дружелюбен со всеми воспитательницами, которые уделяют ему внимание. Любая из них могла бы на время заменить ему маму. Джону вновь потребовалось время, чтобы начать общаться с папой. Потом он поиграл с ним. Когда отец уходил, поведение Джона резко изменилось. Он яростно боролся, пытаясь уйти вместе с папой. На смену робости и покорности пришла настойчивость. На третий день занятые работой воспитательницы воспринимают Джона тихим, редко плачущим ребенком. Они не замечают его страданий, но Джон стал гораздо более подавленным. Он часто отворачивается от группы и тихо играет с игрушками. Джону нужен кто-то, кто бы по-матерински заботился о нем. Кто-то, к кому можно было бы обратиться за утешением и лаской, с кем можно играть. Он часто подходит к большим игрушечным медведям, иногда прижимается к ним. Иногда таскает их с собой.
Джон начинает проявлять недовольство даже по самому незначительному поводу. Он чаще сосет палец. Он чаще сосет палец. На четвертый день вновь дежурит Мэри. Ночью у Джона была рвота, но врач не обнаружил никаких признаков болезни. Он плачет навзрыд. Он отказывается от еды. После обеда поведение Джона изменилось. Это уже не тихий и застенчивый ребенок. Он отталкивает других детей, чтобы быть ближе к Мэри. Это заставило ее почувствовать, как он несчастен. Она освобождает для него место рядом с собой. Джон плохо ел за завтраком и совсем не обедал. Сейчас он отказывается от ужина. Перед сном он горько плачет. Его растущее переживание выплеснулось наружу. Джон больше не может справляться со своим несчастьем в одиночку. В конце концов, он дает волю отчаянному плачу, и Мэри вынуждена направить на него все свое внимание. Долгое время Джон был безутешен. Джон плачет почти не умолкая, а вокруг него продолжается обыденная жизнь дома ребенка. Он все еще не ест, и это встревожило старшую воспитательницу. Она сама пытается накормить его, но он продолжает отказываться. Она измерила ему температуру. Температура оказалась нормальной. Он явно демонстрирует свое желание вернуться домой. Он пытается открыть дверь. Он приносит свои уличные ботинки. Но когда отец не реагирует на это, Джон отворачивается от него. Он вновь обращается к своему любимому одеяльцу. И к Мэри. Потом он отворачивается от всех. Он тоскливо подходит к двери, затем возвращается к Мэри за утешением.
Это последний его день без мамы. Его переживание разлуки усилилось от того, что никто не смог заменить ему маму. Показателем того, как этот опыт отразился на их отношениях, будет первая реакция Джона на приход мамы. Когда Джон увидел свою маму, он начал громко плакать и метаться. Джон смотрит на маму, но быстро отворачивается. Перестав сопротивляться, он все-таки прижался к ней. Отец пришел несколькими минутами позже. Джон вновь отстраняется от своей мамы. Только сейчас он впервые посмотрел ей в глаза. Это был взгляд, которого она никогда раньше не видела. Раньше Джон безоглядно доверял маме. Внезапно он остался без ее любви и заботы. И никто не заменил ее. Когда мама вернулась, он не смог принять ее. Что будет означать этот опыт для Джона и его семьи?